как начать? Как мне назвать тебя? Кто ты? Не знаю. Я говорю тебе, просто товарищ. Мы родились, когда гремела буря. Планета — ад кромешный. Но не начало бури цель письма. Речь о сегодняшнем дыхании урагана. Его мы дети. Он был счастлив не только потому, что родился долгожданный сын, но он был счастлив и тем, что в кровавой бане этой страны он никого не оболгал и никого не предал. Вот он сумел покорить маму, это тоже не просто было. Вот, очевидно, своей интеллигентностью. Причем он никогда не говорил, что я поэт, я вот особый человек. Вот этого не было. Многие считают, что поэты должны быть несчастливы. Но Хади Такташ был счастлив этой осенью 1931 года. У него и его жены Гульчиры родился старший сын Аван, мой покойный дядя Аван Такташ. Это место для меня памятное, потому что летом, осенью 1972 года меня выгуливали в коляске, а летом, осенью 2000 года в коляске выгуливал я, уже будучи папой моего старшего сына Арслана. Это центр Казани, где сохранился последний фонтан, где сохранились последние казанские дома, которые еще живы с XIX века. И Ленинский садик – то место, где молодые казанцы встречались 100 лет назад, встречаются они и сегодня. Хади Такташ был счастливым человеком, хотя он прожил всего лишь 30 лет. Но его влияние осталось огромным. Я удивляюсь, потому что моя бабушка, которая родилась в 1909 году, и в этом году исполняется 100-летие уже с ее рождения, и которая умерла в 1984 году, она его помнила. Она его помнила как безгранично талантливого, как безгранично счастливого человека, хотя у них никогда не было денег. И как мне рассказывали в 80-х, он единственный из классиков татарской литературы, который дожил до 30-х годов и не написал ни одного доноса. Но Хади Такташ остался в глазах татарского народа, как Зенгер Кузле Егет, голубоглазый парень, но главное не цвет его глаз, главное его вера в то, что можно быть человеком. Когда моя бабушка уезжала из Казани в 1936 году, у нее была куча друзей. Ну, самые известные по названиям улиц — это, наверное, Гильмедин Камай и Хасан Туфан. Когда она в 1940 году вернулась в Казань, ей практически не с кем было говорить. Они ходили по тем же самым улицам, но Черное озеро практически поглотило всех ее друзей. Вот так вот.
20-е годы молодые ребята, которые приехали в Казань, в Мекку татарского мира, Хадель Кутуй, Хади Такташ, Кавин Ашми, организовали СУФ, Левый фронт. Им казалось, что уроки татарского стихосложения, выработанные за 1000 лет с Бакарган Киктабе, с Кысай Юсуф Колгали, они могут взять и опрокинуть. Ну и, естественно, если в русской литературе долбили и ругали Пушкина, то здесь под их огнем оказался Габдулла Тукай. Ветер на улице снег метет, разгребает сугробы ветер. Вот молодец ветер. В древней деревне ветер трясет дряхлые избы эти. Голоден нынче ветер, ветер. Я являюсь дочерью Гульчиры Такташевой. Правда, от второго брака, конечно, естественно, потому что она потеряла мужа, когда ей было всего 20 с лишним лет. Я хочу сказать, что вот он сумел покорить маму, это тоже не просто было. Вот, очевидно, своей интеллигентностью. Причем он никогда не говорил, что я поэт, я вот особый человек. Вот этого не было. Он очень скромен был. Основная тема ее разговоров – это Хади Такташ. Очевидно, настолько яркий человек был. Ну, тем более они с моим отцом развелись, потому что, вероятно, он не мог выдержать конкуренции с Хади Такташем. У нас все комнаты, а это был почти весь этаж, были завешены портретами Хади Такташа. Он, очевидно, любил фотографироваться, или же его фотографировали, потому что он очень фотогеничен. Он даже вот обликом, такие волосы пышные, закинутые, осанка, походка, вот все действительно, это поэт в полном смысле слова. Ну и, конечно, очень талантливая у него была мать, сказительница. Она песни записывала, писала. И ее песни, говорят, что до сих пор СРКД поют. Вот когда я ездила с писателем с СРКД, мне рассказывают, что песни, которые сочиняла мать Такташа, вот до сих пор поют в народе. То есть это самородок. С одной стороны, он гражданин мира, с одной стороны, он исконно татарский человек. И у него связи с Оренбургом определенные были. Тогда Оренбург, вы знаете, что Оренбург был центром, тоже сосредоточием татарской жизни. Там был Дардмент. И очень рано ему пришлось уехать в Среднюю Азию, потому что семья, очень трудные годы были, там революция. И он в Средней Азии много почерпнул от восточных поэтов. Но после Средней Азии он в Москву вернулся, в Москве был. Там тоже и Блок, и Есенин, конечно, это все через него прошло. Вот это, и я думаю, что вот мироискусники, поэты и художники, тоже все через него прошло. То есть он все это впитывал. Но я почему говорю, что гражданин мира? Потому что он не только занимался Брюсовым, вот русскими поэтами,
Он очень интересовался Гёте, Гейне. Гейне был его любимым поэтом. То есть, в принципе, человек был очень широкой натуры. Вот его интеллигентность выделяла. И он даже вот, ну, не был вот сугубо вот таким только татарским националистом. Он как раз признавал достижения культуры всего мира. И поэтому его поэзия такая, она выходит из ряда вот такого. Ну вот я не хочу, конечно, некоторых поэтов обидеть, но иногда вот татарского поэта читаешь, он все пишет о своей татарской деревне, в которой, кстати, не живет. И вот он всю эту деревню, как говорится, описывает и всю жизнь описывает. Нет, Токташ, он, во-первых, веяние времени, вот взять. Конечно, и революция, и гражданская война, и первые годы советской власти мимо его не прошли. Он был вместе с народом, и он очень пульс, биение этого времени передавал. Удивительно просто. Эх, вьюга февральская выла на поле вчера еще. Тонкий и стройный сегодня к нам март пришел. Слушаю мартовский ветер, снега пожирающий. Эх, хорошо. Дело весеннее, пахнет маем. Нам не бывать у зимы в плену. В северных зимних лесах вечную сделаем мы весну. Мир будет нашим. А пожелаем, красноармейский мы шлем наденем даже и на Луну. Ну, всех поэтов того времени очень преследовали, которые вот такого широкого плана были. И, естественно, очень Токташа, очень вот эти поэтишки, извините, вот они, значит, его толкали, все, давай, Токташ, становись вот таким, или ты вообще попутчик, интеллигент, попутчик. Вот мама мне рассказывала, что последние годы для него другого слова, как интеллигент, попутчик, не было. Кстати, они были очень большими друзьями с Хасаном Туфаном. Он говорил, что если бы Токташ не умер, его бы обязательно посадили. Он житейский был очень непрактичен, очень, как вам сказать, это характеризует тоже, на мой взгляд, настоящего поэта. Потому что, ну вот, конечно, не хочется там... Некоторые поэты очень о себе заботятся. Он выпустит вот такую книжечку и уже, так сказать, почил на лаврах, и он уже требует себе там всех благ. Токташ никогда себе благ не просил. Даже у меня мама за всю жизнь санаторием ни разу не пользовалась, как жена Токташа. Вот. Очень мечтал о семье. Он очень страдал, когда он развелся с первой женой, остался Рафаэль. Действительно, поэт должен иметь хороший тыл, вот, а не ту женщину, которая своей красотой гордится, так сказать, своим умением в разные круги входить. Мама как раз была очень мягкой, очень такой интеллигентной, очень... И когда вот Токташу сделали вот такую семейную обстановку, Токташ чуть не плакал, потому что у него появилась своя семья, потому что он мог пригласить гостей. Я не забуду никогда шуршание листьев в полдень летний, лесов тамбовских, живые тени. Так шуршанием листьев входит в наши сердца поэзия Токташа, и там она остается на всю жизнь. Вот поэме «Алсу» я поставил 10 баллов, «Раскаяние любви» — 9, поэмы «Мукамай», «Письма в грядущее» — 8. Есть стихи, которые я пометил 6 и даже 5 баллами.
У него стихов немного, всего-то 130 наберется. Конечно, со временем некоторые устарели, так сказать, в политическом смысле. Но это не коснулось лирики. Она до сих пор трогает сердца. Токташ пишет, как бы рассказывая. Его стиль повествовательный. Но это лишь обрамление для образов, которые он вводит в свои стихи. И тогда они действительно смотрятся, как жемчужины. Пока не вспыхнет зарево весны, подснежник город не проснется. И если ночь случилась хороша, то поутру метелица начнется. Прекрасен мир, хотя бы потому, что вот иду, ругая холод волчий, а зимний ветер по моим следам плетется тихо-тихо, молча. Не знаю уж, за что меня он любит так, но вечно по следам моим идет он. Я в дом зайду, ложится у ворот. Когда я выйду, терпеливо ждет. Поэтому-то я не выхожу, а лишь через окно за белыми цветами над улицей летящими слежу. Летят цветы.